Ну, у нас сегодня такий подвоєний формат. З одного боку нам треба обміркувати, рефлексувати, коли є кому і чим. То, що було минулий раз, це був виступ школи аналітики. Ось, ну і ми одразу домовлялися, що ми, і потім одразу перейдемо до вже рефлексії, яких виників усього сезону, ну а може і вовне. Тому я б пропонувала, коли у когось є що сказати про минулий раз, почати з цього, ну а потім, коли у кого там вже більше розгорнуте про все, то і потім перейти до всього. Тому що є про минулий раз. Я могу пересказать, как я это видел, там, может быть, свое небольшое отношение, ну, чтобы познакомить просто коллег, поскольку многие в тот день отсутствовали в силу накладки. Было видно. У нас было видно. А вы присмотрели? Ну, я? Да. Так, ну, надо это когда? Надо. Ну, Что? Ну, хорошо. Ну, у меня просто будут уточнения по поводу того, что это было. Так, может, Александру Павловне. Да, значит, нам было заявлено, что будет семинар школы философской аналитики. Да. Вот. Пришло там две участницы, которые представили там свои тексты на семинаре. Вот. Их торжественно зачитали и кругу собравшихся. И, значит, была введена такая рамка, что эти тексты должны быть оценены на аналитичность собравшимися. Ну и было введено там 4 критерия аналитичности. Я не знаю, имеет ли смысл это озвучивать. Ну, пока общесхематично. То есть были тексты, были критерии аналитичности, ну и дальше была оценка этих текстов, ну, соответствуют ли они этим критериям или нет. При этом была такая, на мой взгляд, странная вещь. Содержание текстов как-то не должно было обсуждаться. Правильно я помню? Ну, была такая, попытка остановить, но все равно она затрагивалась. Нет, скорее проблемы. Ну, то есть, вот, как бы тексты с чем-то связаны были, с какими-то ситуациями, но вот не эту связь, там, не эти ситуации нельзя было обсуждать. Можно было только обсуждать сами тексты. То есть, я так понимал, формат текстов или... Нет, скажем так, обсуждалось содержание текстов, но именно на предмет соответствия вот этим критериям, а не на соотнесение там, с какими-то событиями, проблемами актуальными. Да. Ну и, на мой взгляд, собственно, была дана оценка там, по каждому тексту. Александр активнее всего Я? комментировал. Я вообще ничего не говорю. Как? Да. По-моему, как раз тебя... Нет, я сказал пару фраз там в конце. Ты что? Ты что тогда? Кто-то с того конца. Там сидели Микулич. Саша и Подпориной. Нормально ты комментировал там и давал в оба раза. Помилуйте. А это важно, вот кто ладно, не именно важно. давал, а Хорошо. кто не То есть, давал. вот. Ну и пытаясь восстановить, наверное, как эти тексты появились, то есть до этого эти авторы писали тексты, а до этого была, наверное, какая-то учебная ситуация, где их учили писать тексты. Правильно? Я восстановлю
Не было Не ничего было. ситуации. Никто ничего не учил. То есть их не учили, как бы просто пришли какие-то люди, прочитали свои тексты, вы их оценили. Ну, то есть- Это люди, которые посещают занятия. Было предварительно несколько таких обсуждений, которые могли выступать в качестве образцов вот для интерпретации текстов вот по этим пунктам исходным. И все. То есть это была какая-то предварительная модель, и авторки наши, прости Господи, мою лексику, вот они как-то вот ориентировались изначально на этот образец обсуждения, на аудиторию, которая их будет там слушать. Ну, так я же Но это не знаю. внешняя аудитория, а вот внутренняя. Вот тут был какой-то дан образец. Да. Правильно? Да. На семинарах. Потом они на основе этого образца написали текст, как бы равняясь на этот Да. образец. Потом они предъявили эти тексты. А вы оценили, хорошо они или не Мгм. очень. Ну вот что было, собственно. Нам зачем-то это показали. При этом, когда этих авторов, не знаю, спрашивали, собираются ли они их куда-то публиковать, там нет особого такого стремления к этому не было. Вот. Ну, вот такая штука я наблюдал. И с учетом того, что я присутствовал на проектной сессии, когда вот проектировалась там, в том числе школа социальной аналитики, это должно было быть семинаром. Ну, школы, в котором идет развитие, я так понимаю, там, методов школы, философско-аналитического мышления и так далее. Ну вот, если я ничего не напутал, и это был действительно такой семинар, то там это не выполняется. Вот такое мое наблюдение. Очень интересно наблюдение. А як тексти називалися? Я не помню, как они назывались, но один был посвящен вот этой демонстрации тунеядцев, вообще вот тем, как это разворачивалось. А второй был созданию университета национального. Да. Ще у кого-нибудь? Что-нибудь? Конечно. Наверное, у вас інше. Есть, да, у меня инше. Я увидела, что это, в общем-то, я считаю, что и была задача показать рабочее занятие. И мне кажется, что рабочее занятие было показано. То есть люди ходят на лекции сюда, смотрят, получают информацию вообще о том, что есть такое социально-философская аналитика. Вот. И раз в месяц встречаются и пробуют сами создавать какие-то тексты и опробовать их на, так сказать, звание социально-аналитического текста. Это не была какая-то зачетная работа, это не было что-то такое, вот, это был просто рядовой семинар, который вынесли, вот, так сказать, на широкую аудиторию, да, для того, чтобы показать, каким образом идет работа. Вот я увидела это так. Ну, если вспомнить, ради чего мы замысливали эти университетские семинары, чтобы каждая школа продемонстрировала свою практику мышления, Да? а не Да. свой рабочий процесс. Ну, почему? Во-первых, у нас школы рассчитаны на 2,5 года. Так, прошло 1,5 года. И люди показали то, каким образом они работают, и показали учебный процесс. Точно так же прекрасно показала эта школа вот, с историей идей. Я присутствовала на их семинарах, там тоже это примерно так же происходит. Читаются тексты, и люди дают свое отношение к этим текстам. Вот. Может быть, поскольку здесь были взяты такие философские глубокие тексты, то и выступления оказались такими более серьезными, с моей точки зрения. Но, в общем-то, это тоже был рабочий процесс, потому что я сама присутствовала на занятиях в этой школе. Может быть, не так организованно, но, в принципе, это происходит примерно так же. Поэтому я не понимаю вот этого такого вот
не получилось, не состоялось, как-то мне вот... Не, я не говорю, что не состоялось. Состоялось, но что Но состоялось? не получилось. я Демонстрация сказала. учебного процесса. Ученики выполнили работу, пришли к учителю сказал, ну там 3 из 4 критериев соответствует. Все. Ну вот что я увидел. А что ты хотела увидеть? Топ-4. Ну, мышление. А можно как-то более операционально? Как бы ты узнал, что это мышление? Мне что шаволится. Ну, во-первых, меня насторожило, что тексты обсуждаются вообще без привязки к реальной ситуации. То есть, если текст претендует на аналитичность, значит, он что-то должен про ситуацию сказать. Ну, то есть, мы должны получить какое-то знание там, про эту ситуацию. Ну, вот самого этого попытки там выяснить, что мы нового узнали, не было. Вот, ну, чтобы как, не голословно, то есть каковы критерии были озвучены. Актуальность текста. Тема. Актуальность текста, темы. То есть, наличие там социального контекста, обращенность к общественности, аналитичность высказываний и стилистический какой-то аспект. Ну и вот самое главное, то есть в чем, как выяснялась аналитичность? Присутствие альтернативной точки зрения, рефлексивность автора по отношению к своему тексту, новое развлечение, новые термины и аргументативность. То есть ты упрекаешь нас в формализме. Да. В общем, он в этом увлекается. Да. Но я считаю, если бы у нас была задача отследить, как-то установить некое соответствие между текстом и реальностью, да, ситуацией, которую он описывает, нам пришлось бы вводить параметры ситуации. Да? Вот, то есть 1, 2, 3, 4 был бы уже другой списочек, по которым мы могли бы оценивать ситуацию. И тогда мы прикладывали бы вот эти критерии к тексту и говорили, ну вот текст пытается описать ситуацию, но недостаточно там, не полно, да, как-то излишне субъективно. То есть какой-то другой бы был набор критериев. А поскольку такого набора у нас нет, мы его там не предъявляли, то, соответственно, как ты тогда будешь оценивать соответствие текста ситуации, да, авторскую оценку ситуации? Но это вот автор так увидел и выразил это в своем тексте. Поэтому, поскольку у нас нет корреляции с реальностью, то мы задаем формальные требования вот на вот эту внутреннюю организацию текста самого, без связи там с реальностью. А может ли быть вообще текст аналитичным, если он ни с чем не связан? Да он связан. С чем? Просто у нас нет жесткой такой схемы, которая бы показывала, и позволяла бы оценивать, вот по этому пункту, да, отлично там совпало, а по этому не совпало, там, оценка ситуации. Вы же вообще не пытались установить связь текста хоть с какой-нибудь реальностью. Мы не пытались, потому что у нас не было в семинарах вот этой схемы оценки Нет, ситуации. нет, там, в якости критерия в связи з ситуацією. Сібрина, ти кого не було, зрозуміли, про що йшла Ну, в принципі, говорка на так. семінарі, да? То есть ваша теперішня дискусія між собою вже виглядає залишньою і формалістичною. То есть треба тоді ставити питання далі, що робити з Так, я цією ветою, хотіла да? запитатися, в принципі, може у кого ще є які версії, так. Я тут занотував тоді які так само 4 критерії. Вони ніяк відрознюються від того, що Введення зараз зачитав. Может, не будем с Ну, критериями? давайте хоча... Ну, и он не называл критериев, значит, он и есть, и он их не озвучивал. Да, Давайте ми не будемо зараз удокладняти критерії, хоча своє ставлення, да, до того, що відбулося, і так далі. Спрощатися зараз... Якраз не тим, хто, мовно кажучи, дзвонку назирав, так?
Паколькі я так і зрозумів, що виступали слухачі зі своїми продуктами, Так. а вот такую короткую рефлексию постфактум дать самим керівникам школи аналітики, то есть що вони хотіли в этом зробити, Ну, так. що вони в сьогоднішньому контексті опошнього семінара, ну, якби, могли би рефлексивно нам, А керівника у нас нема? Ну, правда, ну, може, є хто-нибудь з судебників. больше отказная заместитель. Его. Товарищ называется. Такое. Товарищ керівник. Ну, я хотела сказать, но это не в том, как бы не по тому лекалу, который Игорь предложил. Я хотела озвучить просто точку зрения, как я увидела это занятие. То есть я Нема вообще- керівника, який може що-нибудь сказати за школу, я правильно розумію? Ну, вообще говоря, да, я думала, на самом деле, ну, я уже начала говорить по факту. Когда я пришла на занятие, я думала, что это будет презентация. Ну, во-первых, да, я говорю как человек, который участвовал когда-то в проектировании вот этой школы, но сознательно отказался принимать в ней участие. Да? Вот. Я когда шла на занятия, я думала действительно, что будет такой более общий взгляд, что будут как-то так озвучены цели, да, которые были заложены при там, планировании, проектировании, и показано, что мы имеем сейчас. Вот. А был действительно предъявлен такой вот кусочек рабочего процесса, при том, что это как бы не все, что происходит в школе социальной аналитики. То есть, скажем, там еще вот отдельно ведомые курсы, они просто выпали. То есть вот действительно вот такое странное. Ну, мне это, ну, по крайней мере, это, я думала, что должно быть немножко по-другому презентация происходить. Вот. Что это было с моей точки зрения? Мне кажется, что это было, в общем-то, нормальное занятие по написанию текстов. То есть, ну, правда, сейчас практика писания текстов, она утрачивается очень многими. Вот. Если бы мне нужно было написать текст, то те замечания, которые высказывали Сарна, которые высказывали Подпорье, они мне были очень бы полезны. То есть, на самом деле, ну, классные вещи говорили. Вот. Но что меня как бы вот больше всего расстроило и ну, вот обесценило как бы все плюсы, которые во всем этом были, это то, что замышлялось, что в школе будет работа с людьми, которые так пишут, которые практики, да, им нужно писать, им нужно писать больше, лучше, там. Вот. Получилось, что девушки не сами, они не пишут, да, и они не выбрали темы, то есть темы были назначены, вот, и тексты были, в общем-то, нормальные, да, но непонятно для чего, в общем-то. И там критика и советы по улучшению, они вот просто, получается, ну вот как рассеялись в воздухе, потому что понятно было, что ничего они с этим делать не будут. То есть вот это вот как бы в моих глазах все обесценило, хотя вот как-то так. А по поводу критериев, ну это что-то вроде полуструктурированного интервью, в моем понимании. То есть должны быть какие-то рамки, чтобы не было там обсуждения всего там вообще, да. Ну, есть какие-то там критерии, но это не значит, что он как не знаю, там, заповеди. Что? Не жестко инструментальные. Ну да, я об этом и говорю. Ну вот как-то так. Просто у меня нема особого представления до опошнего семинара, у меня больше такие огульные разважания, тому, коли у кого еще есть что. Вы хотите закрыть это как бы? Ну, я просто запытаюсь, у кого что есть. Еще. Будильник. Я тоже пару слов, может быть, добавлю. На мой взгляд, желательно бы было, конечно, дать не просто какой-то вот экземплярный такой, да, пример, как там происходят внутренние процессы в школе, да, образовательные, а действительно попытаться найти что-то общее, возможно, да, какие-то точки соприкосновения с другими школами, может быть, как-то соотнеся с
презентациями этих школ, да, то есть уже какое-то отношение дополнительное выразить. Ну, просто поскольку такая проблема не стояла внутри, да, там наших обсуждений на наших семинарах, то, видимо, просто до этого не дошли, а решили ограничиться. И просто я-то сам был на урбанистической школе в это время, когда принималось решение, что выносить на презентацию. Я предлагал там и пьесу им там озвучить, и, в общем, как-то более творчески подойти, но вот пришли именно к такому решению продемонстрировать, вот, как происходит обсуждение текста. Вот. Да, и странным образом или закономерно мы все равно сталкиваемся с организационной проблемой. Ну, то есть какой-то более-менее постоянный состав школы у нас вроде бы есть, Да. да, но он плавает все равно. Он плавает. Вот. Нет, поэтому с этими темами так получилось, да, что ну, на выбор что-то предлагалось, да, в итоге пришлось. Ну, действительно, не было вот этого отклика, да, со стороны слушателей. То есть им давали темы на выбор, а сами они как бы там ничего своего, то, что их там действительно интересует и волнует, они не предложили. И это было как вот такое формальное, опять же, исполнение домашнего задания. Насколько там удачно, неудачно уже вышло, это обсуждали. Хотя мне казалось, что они, в общем-то, могли бы и сами чего-то там предложить, создать, но не получилось. У меня вопрос, я не в курсе, как бы, вот, работы школы, но почему вот у вас в процессе работы сложилась вот такая схема, как бы, ну, создавать имитацию, да, вот этой деятельности? Почему не сделать было так, чтобы они действительно печатались где-то? Ведь сейчас масса вариантов, где можно печатать, да? И это как бы сразу создает такое напряжение необходимое. В смысле, где напечатались? В СМИ? Да, да. Ну, Так, собственно, на сайте. мы их там ориентируем частично на блогерство. То есть Ну, да. это как бы могут быть мысли вслух, которые они у себя в блоге там. Ну, а вы пишут. ориентируете, они делали это, да? Ну да, они в таком формате и предпочитают работать, то есть им лень там это все полномасштабно оформлять как статью там, или обзор, или аналитику. Они делают это как какие-то вот заметки там, на текущую ситуацию. Ну, то есть это не то, что так, что вы совсем они пишут. Саша, это не публичное простое представлено, реально? Ну, В СМИ нет, точно. ну не в СМИ, В блогах. в блогах. Куда вы их В ориентировали? блогах, да, они что-то вот из своих прошлых там заметок тоже представляют. Хотя, по-моему, даже вот кто там, Люба Гаврилюк даже принесла из журнала своего, да, про театр, она там что-то. Ну, Люба ж, Статью. это, журналист. Да, у нее была статья, как бы, да, готова, она принесла. То есть какие-то наработки есть, и мы их ориентируем на то, что даже если у вас там что-то незавершенное, вы всегда можете к этому вернуться, мы поможем, подскажем, было бы желание. Но вот именно такого желания не всегда наблюдается. Ну, я, может быть, перейду уже как-то немножко, вот перескочу, иду от этой школы к общей тематике. Но дело в том, что вообще эти семинары, если вы помните, задумывались в самом начале учебного года именно для того, чтобы увидеть, чем школы занимаются. Потому что, в общем-то, все разрознены, в четверг вот собираются здесь, одновременно идет занятие. И, в общем-то, то, что Саша озвучил, чтобы каким-то образом соотнестись с другими школами и с университетом в целом, и была такая, в общем-то, заявлена вот ситуация, что каждая школа должна сначала показать, чем же мы занимаемся, а потом уже следующий такт выяснять, так вот, каким образом вообще их можно связать между собой и с университетом в целом, чтобы это не повисало в воздухе, как вот отдельное какое-то образование, все-таки это соответствовало духу летучего университета. Но вот это вот, мне кажется, это следующий шаг, и об этом стоит говорить. А, в общем-то, по-моему, все школы, ну, показали, чем они занимаются, чем они озабочены. И
Поэтому вот рабочий процесс, который продемонстрировала нам школа социально-философской аналитики, мне кажется, в общем-то, вполне вот этой задаче поставленной отвечает. Вы мусите что-нибудь есть? Просто, ну, якби, ось коли я згадую, з чого ми починали, ми тоді, ну, якби, ця ідея семінару, вона возникла, коли ми там наводили які конференції, ці там щось ще, бо нам, якби, докладно не хапало комунікації поміж удільниками школи, комунікації, змістовної комунікації і, ну, нейкого, ну, знову ж, змістовного не супрацьстояння, ну, сутикнення різних підходів. Так? І, ну, ось, як мені подається, в принципі, у нас, ну, не відбулося гэтай камунікацыі, хоць мы, конечно, там трошки даведаліся, хто што робіць, але якби камунікацыя гэта взаємний інтарэс. Ну, інтарэс і, ну, нейкія пытанні, які з'являюцца, ну, вот, не как у вас там сёння з кажурою валібес, а, ну, якби, там, ну, супрацьлегласці нейкія, там, розныя падыходы і гэтак далей. І, ну, якби, фактычна мы там штосьці прадэманстравалі, ну, і разышліся па сваіх норках, хутчэй, там, ну, якби, нас ніхто не чапаў. І, ну, якби, і гэта была першая, ну, наколькі я памятаю, першая установка, да, вось на гэтую камунікацыю і стварэнне агульнага поля абмеркавання, чагосьці абмеркавання. Фактычна для гэтага у нас, ну, якби, не знайшлося ніводнай рэпернай кропкі, якая была, ну, якби, агульнай з рознымі падыходамі проста. Ну, штосьці знешняе па-за, ну, структурай летучых універсітэтаў, абсолютно формальной, ну, в смысле, там, такой структуры деятельности, да, что выкликало, ну, некую энергетику. Тому я вельмі не упевнена, что мы можем перейти до другого этапа, про який вы кажете, ну, просто потому что, ну, я не бачу гэтага, і, ну, якби, мне падаецца, что, ну, в некім сэнсе, да, другая была тема, ну, якби, і другі аспекты, які быў для гэтых семінараў, гэта, ну, пэўная прадуктнасць. Ну, это вельмі кепскае слово, но в том сэнсе, што тое, ну, якби, тое мысленне, якое разгортваецца ў школах, ну, якому навучаюцца, яно, якби, павінна, ну, выходзіць кудысьці на вонкі, ну, неяк прадстаўляць там, ну, то бок, вось так, там все кажуць, ой, мы тут развіваемся, страшна развіваемся, ну, у школах, так? І каб гэта развіццё ў нешта, ну, інтарэсавалася, было зразумела, што, ну, якби, куды чалавек развіўся. І гэта можа быць там розныя, ну, ідэі, тэксты, там, ініцыятывы і так далей, ну, каб было бачна гэты працэс, што чалавек змяняецца, і гэта, ну, не проста ён там сам сабе ўнутры змяняецца, і ніхто пра гэта нічога не ведае. І зноў жа, ну, якби, фактычна, мы амаль, ну, якби, не мелі гэта. То бок у нас такія цэнтры, як правильно, бежныя? Нет, стремительные. Ну, якби, то бок мы все равно, якби, это, унутры летучего, а внутрі летучего еще по своим школам. Ну, якби, ось, і головне, ну, такий внутрішній прекрасний процес. Ось, тому, якби, мені подається, що, ну, частково гэты семінары, в принципе, показали, что яны, по-перше, не могут быть инструментом, ну, яны сами не спрацоўваюць сами по себе, и нам чагосьці моцна не хапае для того, каб, ну, каб, я б сказала так, адбывалася мысленне, і каб мы маглі гэта, ну, адчуць і пабачыць на нейкіх, ну, на чымсьці, так, на нейкіх там рэперах. Неяк так, я б сказала. На семинарах с такой задачей не хапает просто тематичной фокусировки, потому что как могут уявить себе коммуникацию интенсивную и взаимо такое притирание, то она завсёды отбывается, когда есть огульная справа. Ну, так, вот задача. Да? Ті некая задача, за яку чіпляються всі, ну, можуть зачепитися. Как бы вот расскажите сами, про что вы придумаете, да, то есть, ну, вот это крышечку, вот все-таки, коли есть линия, а все сыходятся, типа, там есть толпа, а все сыходятся, как працаваць разом, там, вот, над певной темой, с разных боков, то тогда могут быть там конфликты и разные подходы, и вот встречки, ну, вот есть процесс.
А так, ну вот зробили, що могли, то есть кожен продемонстрував, що інші побачили, обміркували, прийняли до відома, ну вот альбом, ну і все. Ігор, ти лічиш, ось, ну, как, наприклад, ми могли ну, ніяку поставити тему, ми б стали сутикатися на одне місце? Запросто. Я думаю, що А у мене якраз склалося інше враження, що нам, в принципі, доволі утульно у своїх школах. Ну, якби ось. У тим, ну, якби, бо у кожній школі там є, ну, якби, свій такий мікроклімат уже, так? Ну, ось, ви там, что вы там робите? Ну, детей это возносите. Там ми там то робимо, і ну, якби, і ви, ну, нема гэтага там жадання, в принципі, зустрічатися. Знову констатація ситуації, яка вимусила тебе пропонувати мені такий формат семінару. Ну, так. І десь ти там на самого початку, там, з перших семінарів, які були, стало зрозуміло, що не отримувалися. Ми протягували год. Ну, у нас было 4 школы и 4 самопритяга. 8 семинаров. Да. Ну, на мой взгляд, тут если восстановить, как оно все было, там не до конца была вытяжена технология. Плюс есть кое-что, что ну, сокрыто, как это, что можно было бы подвергнуть рефлексии сейчас, чтобы выяснить, ну, Да. как это. То есть, вот как я, ну, помню, мы это замышляли. Ну, есть вот 4 кутошка, каждый в котором идет там свой процесс, ну, которые принципиально разные. И, значит, была идея создать какое-то общее пространство, куда вынести, ну, вынести то, что идет внутри. То есть, ну, первая вот школа методологическая. То есть, и была важная, как мне кажется, ну, технологическая идея сделать двухтактной. То есть презентация и рефлексия. То есть на первом шаге выносит, а втором рефлексия, когда все школы как-то относятся к этому. Значит, тут у нас первая школа была наша, и мы оба семинара потратили на подготовку к игре. Ну, по сути, вот это не случилось рефлексивная штука. Но вот говоря про нашу школу, у нас тут шел процесс подготовки. И по сути мы осознанно думали, а как вовлечь остальные школы. То есть у нас был, ну, такой заход на встречный, скажем так. Да, он такой, конечно, с нашей колокольни, но вот попытка была. Следующая школа, по-моему, ВКЛ была, да? ВКЛ. Вот, по-моему, единственная школа, которая вот эта двухчастная штука сработала. Была презентация и потом рефлексия, где, по-моему, она довольно горячая была. Ну, эмоционально, я не помню содержание, но какая-то вот ну, столкновение тут было. Потом была школа истории идей, там была только презентация и отсутствовала рефлексия. И вот школа Барковская, которая тоже, ну, в таком куцом формате закончилась. То есть, соответственно, чтобы нам понять, как это сработало, нужно задаться вопросом, каков был процесс подготовки к выносу, да? То есть, вот, что себе думали школы. Ну, то есть они планировали как-то остальных вовлечь, не планировали, то есть или это была такая утичная, там, вот мы такие. Да, там. И ну, был ли процесс как бы рефлексии после, там, ну, после выноса, то есть типа что это было там, и как нам теперь жить дальше после того, как мы презентовали и нас там поняли. Может быть, ну, вот эти две вещи, там, если ну, задаться сейчас керівникам, то можно ну, ответить на вопрос, как это сработало в итоге. Ну, а в целом, если смотреть то, что происходило, ну да, происходило довольно грустно.
Коли ми ведаем уже отказ на пытанне, як это сработало, то навошта яшчэ якби робіць всю эту працу? Ну, а как мы можем оценить, как это сработало? То есть Татьяна оценила, нам представила. Ну, это я оценила. Ну, ты же задумывала все это. Вот слушайте, я задумывала. Я, между прочим, в это не задумывала. Я тогда выходила с проблемой. Да? И это все задумывалось, ну, как бы, на семинаре. И это все придумывалось тут и зараз. Это в ogóle была не моя ідея. Я маю на увазі Ось. не ти, А далі, а якби ніхто, ну, ось, я так думаю, що проблема не в тим, там, у виконанні технології, так, заданню, а в тим, що фактично на сьогодні, чому я кажу про стремительні тенденції, що на сьогодні, ось, ну, якби, вся ця картинка потрібна була, там, комунікація між тими самими, там, щось ще, тільки для, ну, якби, заховання ідеї університету. Да? Без ідеї університету, в принципі, у межах, ну, якби, розвиття ніяких особних там, тематизму, підходів і так далі, це все не треба, в принципі. Я, ну, якби, думаю, що головна проблема в тим, що нам уже, ну, якби, доволі зручно там, користатися певним місцем, але, ну, якби сказати, у нас є супольність університету, але нема супольності вокруг ідеї університету. І тому, якби, клопотіться про те, як там, ну, когось кудись там вовлекати, рефлексувати, ще щось, ну, якби, це ну, не цікаво. не було на початку, ну, это достичь, що справді всі ми працюємо, скажімо, з ідеєю університету. І тоді кожна школа не просто представляла, а, ну, от, якби, увеличувала б кількість дискурсу. Слухай, ну, якби, коли я кажу про цим же ідею університету, я кажу, що ми клопотимося про там, розвиття мислення і про некие сутыкнення. І, ну, якби, я ще не хапала, каб я перед кожним тим самим повторяла, що ми про гэта... У нас гэта, записано ми про гэта потрендели некалькі год. Ну, ні, ну, от, я кричу, що інше маю на увазі, що, ну, от, знову таки, та ідея, з якої я на початку виходив, що об'єднатися можна вокруг реальної справи, а не вокруг, якби, абстракцій ніяких там, і смірно виказаних там сподівань, що нечто відбудеться. От у нас є, якби, університет, який, ну, от, не такий, як звикли, так? Тобто, які там має амбіції, має задачі, там, от, як готується вокруг мислення, повставання нації. Тобто, от, є кілька книжок, які вже вийшли, так? Но це все одно мало. Тобто, от я мог би собі уявити, ну, наприклад, роботу там, где-то наступний год семинара, там, что, ну, школа истории идей мы накировано рихтуем, ну, вот со своей перспективы, ну, повеличение банально промовленного, вот, якби, с нагоди там Белорусского университету. Звертаються до неких текстов, традиції, там пишемо щось своє, там виходимо з ідеями. Зрештою, ми так зробили, коли вот Бекона пропонували в якості, ну, вот, инструмента разумения университета, и схему пропоновали, и за этой схемой там стояла стратегия, как бы, ну, на наш погляд, как бы, такая нормальная. То есть, коли уявить себе, чим все это мусить скончиться, разные люди пишут, как бы, ну, ну, то есть, своими продуктами думки, свое ставление, свой текст, 3, 4, 5 текстов, вот, якби, з этого і складається, мені здається, ну, вот, супольність університетська, коли різні люди, ну, вот, якби, продумують, як можуть, да, якби, зі своєї перспективи, вот, чим може бути, вот, університет. Sorry, що я так... Ні, ну, я якби розумію, ну, так, по-моему, это задача простая, и, ну, вот, и корыстная, и выкональная, и мы в этом керунку шли, то есть так, как бы, инакше, потому что я пам'ятаю, на школе ВКЛ мы обмірковували так само, вот як учить истории там и тіні, ну, вот, и что, ну, вот, обмірковуватися на школе истории ВКЛ. Вот на методологичной школе, там вот, Иван, то, что вы презентовали, там было чисто, вот, чистый схематизм, який вы пропоновали заполнить нам самим, пам'ятаєте.
работе, и мы спробовали там щось наполнить. Вот. Ну, то есть, вот, на жаль, там вот, ну, Банковский активно удзельнічав, там рефлексовал. То есть, ну, есть же некие продукты и рефлексия над тем, что отбылося, это не только вот формальная схемка, в якой, ну, так, не ведаю, як это назвать, там, схематизмы, формальный схематизм составится, да? Але и вот там мышление, вот эмоции, некие суток мнений, это так само можно реконструировать. Вот у них мы так это склали лапки, что мы так думали, что что-то будет, а ничего нема, да? И, кстати, все есть. Ну, не все, но, ну, скажем, Ну, галоўна, я так разумею, з увагу Тацяны, што шукалася некая такая синергия, так? Ведение коммуникации паміж этими рознымі школамі на, ну, не веду, там, на проектном, интеллектуальном уровне, так? И у выніку гэтых семінараў гэтага не адбылося. Ці правильно разумею, Тацяна, ці не все? Ну, можно, конечно, не так сказать. Я, ну, хутчэй про, ну, в огуле. Я згодны, что так, в принципе, вот менавіта ў гэтым пункце я могу погодиться, что так оно. Ну, для меня в этом сенсе сами семинары не з'являются там, ну, вось семинары не атрымаліся, там, гэта, ну, для меня это значная частка вогуле того, что у нас, в принципе, отбывается. Ну, вось, ва універсітэце, да, там, той энергии и тых, ну, хутчэй, там, накіраванасцяў, якія ёсць у удзельнікаў, якія ёсць. Ну, и мне падаецца, что, ну, мы, ну, не... Я бы сказал, что семинары атрымаліся, все ж таки, потому это, яка ставілася, на початку она, ну, не реализовалась. так, а мы там не ставились. Вот, что отрывалось? Да, что атрымалася, калі, ну, это не реализовалось. Ну, есть на чем подумать. Ну, радикальный тезис Татьяны, что она не видит, зачем мы нужны друг другу, как школа. То есть, но Игорь на это, говорит, что все-таки какой-то трансфер содержания был. Но... А что значит нужны друг другу? Вот я не разумею. Ну, что если вот, разогнать летучий университет и оставить просто комнатку, в которой будет собираться ваша школа, то ничего не изменится для вашей школы. Как это наше? Ну да. Ну, это как сказать, что вот когда разогнать Оксфорд и покинуть там какой-нибудь колледж святого там Георгия, який будет избираться, то для его ничего не изменится. Это абстракция. Что значит разогнать летучий университет, когда мы всех этой школы и есть летучий университет? Когда разгонять летучий, то значит все школы разогнать. Не только структурно, а еще такие интеллектуальные, потому что сами идеи. Тут просто системный уровень. То есть, что вот имеют ли значение связи между школами или нет. То есть, и вот этот сезон университетских семинаров и был для того, чтобы построить хоть какие-то, ну, понятные связи, содержательные связи между школами. Вот. Я разумею, но вот я радикализую, скажем, я не завсёды на вот этой формальной мове, ну вот стольно разуметь, про что проблематизуется. Вот уявите себе, скажем, вандровку на байках, да? Вот збирається команда, там 5-7 чоловік, сядають на байку, речечку вибирають, ідуть, про щось розмовляють, якби, ну, от, перший вечір, другий, вогнище, перетягують, то есть вельми насичена подіями, вот это все. І потім приходить, якби, оцінщик і каже, а от якби достатковий уровень мотивації і там інтеграції у вас якби відбувся, я думаю, що от ви не допрацювали там вот якби з вашою інтегрованістю, так? Это вельми глупо Вот для что? вандровки на байках. Да. А вот тут совсем не вандровка на байках. Да.
Но тут якби парадокс у тым, што тут якби вот гэтыя, ну, умоўна кажучы, ацэншчыкі інтэграцыі, там, інтэграванасці і матывацыі ставяць якби папроб удзельнікам вандроўцы кінапайда, што вот что-то не атрымалася. З іх перспектывы вот гэта формальна крытэрый. Вычерпанная аналогия. Это не вандровка на байке. Ну добра, пагаджуся. Гэта аналогію вычерпалі, но праблема-то засталася. Проблема засталась. Я не разумею, про что. Ну, тогда, Игорь, ты кажешь я наступное, попробую так что посмотреть. якби у лятучого університету, у удзельніків, які сидять тут, ёсць нейкія свае там уяўленні, мэты, з якімі яны арганізуюць гэтую мясцовую вандроўку, не вандроўку, і все складваецца, все больш ці менш добра. Але нейкі знешні ацэншчык са сваімі знешнімі крытэрыямі, ему там штосьці не падабаецца. Ну, в прынцыпе, вандроўнікі могуць далей вандраваць. Наша ситуация парадокс в том, что ты-то и есть кіраўнік вандроўкі на байдах, а семінар это вот якби все, что с нами отбывалося. И тут в той момент, коли мы вышли на берег, и скажем, ты починаешь ставить питання не як удзельнік і саудзельнік этого подорожжя, да? А як знешні ацэншчык. Ну, мне падаецца, што я якраз як саудзельнік ставлю пытанне, бо, в прынцыпе, я з гэтым прыйшла на пачатак, і з гэтым выходжу. А каким образом вообще могла произойти эта коммуникация, если, в принципе, одна школа не знала того, чем занимается другая? На заросле. Ну, во всяком случае, когда есть материал, можно уже начинать думать о том, каким образом вот это все соотносить и находить ту общую точку. А когда вообще, так сказать, были закрыты эти школы, и я не знала, что происходит в одной школе, ты не знаешь, что происходит в другой, каким образом ее искать, эту общую точку? Хотя изначально, конечно, когда эти школы создавались, они должны были отталкиваться в общем и целом от идеи университета. Но это не случилось, к сожалению. Вот. Поэтому сейчас я и говорю, что для меня второй этап искать эту общую точку и, в общем-то, на следующий год думать, каким образом эту коммуникацию загружать. Скажите, а что вы так, я не разумею, коммуникацию поміж школами, да? Да. То есть, глядите, идея университета думать, да, то есть практиковать мышление, коли так, спростить до максимально в разных сферах, да, и это ставится, в основу, да. Все школы так альбо инакше заходят с этой идеей университета. В школах истории идей, учиться думать, раз, тексты традиции, да, думать разом с интеллектуальной традицией. Думать, например, социальная аналитика, да, и мы сколько спрачались про то, что не только социальная аналитика, а и герменевтика, и разумение. Школа методологии, просто думать схематизмами, методологично. Метод думать схематизмами, это, конечно, прекрасно. Давай. То, что я бачу, разумеете, схемку другую. Ты находишься внутри того, что придумано схематизмами, но это не бачишь. Ты понимаешь, он думает про школу методологии точно так же, как про свою школу. Да, конечно. Ну да. То есть для меня это смест, а не форма. То есть я оцениваю, смест мышления, то есть и объектом школы методологии, с местом работы, это само мышление. И певный тип ставления. Да? То есть мы как научиться думать, умовно кажучи, берем тексты Платона и начинаем разом з ним розважати, наприклад, над тим, про що думає Платон. Це інакше не будь окресленості, інакше не будь історії ідеї. Тобто в цьому сенсі, пам'ятаєте, мені криху кривдно, що ми не утримовуємо
дадуманага, таго, пра што мы гаварылі ну, там, на семінарах не адзін раз. Да? А гаварылі, ну, калі казалі пра гэтыя школы, памятаеце, гаварілі пра тое, што ну, вот, школы гэта аналог ну, в структуре летучага, да? Это аналог вот того, что, ну, скажем, факультеты даже, колледжи там, в структуре университета. То есть это микросупольности, задача яких скластися, знабыть свою мифологию, там, историю. Врешті-решт, что мы торкаем, як бы гэтыя несчастные, не поспевшие скластися супольности и потребуем от их там и плясать, и коммуниковать один з одним, и выходить туды, 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 як бы, все нормально, то есть там вот отбывается что-то. Но потребны, ну вот наступный ўзровень, где сапраўды бы, ну, мы уже переходили от уровня школы, ну, на уровень агульноуніверсітэцкі. Да. И гэты ўзровень мусіць быць змястоўна зададзены, а не формально. Говорить ни про что, собравшись 4 школам, ну, и казать, что мы там размовляем про идею университетов, это неправильно. Ну, с моей перспективы. Да? Когда я казала про идею университета, я не имела на увазі, что мы правильно. Поставлена проблема, любая проблема. То есть тогда можно думать. А не просто намаляванная схемка, и давайте вот покладите туда свой змест, как это отбылось на первой семинаре. Да? Ну, а вот игра, которая была организована и предложена университетской супольности, туда прийти и вместе подумать, да, в качестве темы на инновации, как они вторгаются в нашу жизнь. И ну, там было представлено в лице Павла Барковского только одна школа. Ну, и то так. Что? Ну, вот это как бы антитезис, что когда была предложена тема... Ну вот змястоўная тема. Да. Давайте подумаем про инновации. И школы могли собраться и вместе что-то поделать, ну, это не отбылось. А не отбылось потому, что не хотели, и тому, что вывести людей на 3-4 дні з отрывом як би, от всього за город Менск, як би, это накладання таких додаткових умов, що ну, от, як би, не кожний просто як би, студент, як би, ну, от, тунеядець на такое може собі дозволити, не кажучи вже про людей. Да? Іван, ну так само ж треба думати, чому гэта не відбулося, да? А не просто так кидати, що школи не прийшли. А что это даст для принятия решения, коли мы по-инакше сформулюем причину, чему не пришли? Да ничего, то есть я до того, что коли мы хотим ну, вот, спрачаться и коммуниковать, мусить быть зададена тема. Можно спрачаться там про не ведаю, масштабіяцію, про белорусское громадство, про традицию, про университет конкретно, про его структуру, про то, что нам робить далее с этой структурой. У нас есть вот школа, там, у нас есть ну, школы, у нас есть там, ну вот, типа, потребны нам, ну, например, ректор, и там, вот, и потребны нам, ну, вот, это самое академічныя званні і вот нейкі, не, ну, сапраўды гэта ж там іерархія універсітэцкая нейкая ці патрэбная, як мы взаимодейничаем, як мы далей развиваем тыя школы. Зрэшты, ну, все ж мы разумеем, што мы фінансава абмежаваныя, там, і па часе, калі у нас ёсць грошы на одну сустрэчу на тыдзень, то это не ходишь святого там Георгия в Оксфорде, а это, ну, вот то речи, вот, ну, сами мои. То есть я не наезжаю и не спробую вот что-то как бы такое придумать крупное, но я щиро не разумею, вот про что, кому и про что, Татьяна, ты хочешь сформулировать свой попрос. Я не попробую формулюю, Ігор. Ось, розумієш, я не начальник і не а саме, чому ти не начальник? Ну комусь ж потрібно приймати на себе? Ні, я приймаю. І все, що я формулюю для себе. Я не можу ні в одному з вас ніяких попробок поставити. Ні в одному. Ви мені нічого не винні, ніхто.
Это неправильно. Ну, Мусить быть все ж таки вільне, і це ж йде з супольністю університетською. Ось розумієш, зв'язання, так. якби я магчыма там вельмі скептычна і там кудысьці ганю, але якби для мяне, ну скажем так, ось універсітэт для мяне, да, пачынаўся з таго, што у нас ёсць свая метадалагічная супольнасць, і нам, якая думае пра мысленне, а думае пра мысленне такім чынам, яна бере праблему, рэальную праблему і працуе з ёй, думаючы пра тое, як арганізаваць пра гэта мысленне. І, ну, нейкім чынам працуе. І універсітэт мне патрэбен быў як асяродак, у якім з аднаго боку ты можаш развіваць сваю, ну, то бок сустрэчы з іншым па мажлівасці мысленнем, то бок таксама выбудаваным у падыходзе і так далей. Толькі пры гэтай сутыкненні ты рэфлексуеш, а ці мысліш ты. І вось калі я кажу пра ідэю універсітэта, я кажу не пра тое, што мы ўсе павінны былі тут яе абмяркоўваць. Хаця это таксама варта было б, першыя годы даволі шмат гэтага прасвяцілі. Можна вярнуцца і так далей. Я маю на ўвазе, што калі мы ва універсітэце штосьці робім, то для нас ёсць две інтэнцыі. Свая тэматычная, падыходная і так далей, то бок тое, што цікавіць, і рэалізацыя нейкага падыхода. А другая гэта гэтае пытанне. А я правда мыслю? Для мяне гэта фактычна тое, што адрознівае універсітэт ад ўсяго астатняга. Гэта пастаяннае пытанне, перыядычна задаваемае пытанне, якое толькі стымулюе гэты клопат пра мысленне. Ва універсітэце ў адрозненні ад установы адукацыі, якая перадае штосьці правільнае, патрэбнае і так далей. І вось гэтага моманту сумневу, крытыкі, на мой погляд, узнікае, калі мы сустракаемся, сталкиваемся. Разумееш, калі мы праяўляем штосьці, у нас яго не адбываецца. А галоўнае, што, в прынцыпе, гэта не з'яўляецца чыйсьці агульнай справай. Гэта такім прымусовым прыходзіць Адаларская і распавядаеш, так, а цяпер нам трэба што-небудзь такое зрабіць. Нічого не атрымліваецца, все паніклыя, пайшлі жыць далей, як жылі. Неяк так. Якраз на минулом семинаре у нас в школе мы обмерковывали несколько текстов Гайдегера по полу, то есть чем есть метафизика, чем есть мышление, чем есть философия, и за инсайта выбраны такие, скажем, урывочки. И вырашили, что таким базовым ключевым текстом для яго Парасоновым является чем есть мышление, Восхайсденкен, чым завецца, ці да чаго заве мысленне. І там яго вельмі цікавая такая структура, і там рефреном праходзіць, такая, скажем, не думка, заклинание там пэўнае, што мы все еще не думаем. То есть мы говорим про мысление, а в само мысление мы потрапіць ніяк не можем. І што нам з гэтым рабіць, и як нам учиться думать, то есть, и ввогуле, что такое мышление. И там вельмі шмат таких розных цікавых заворотов, но один из них, он говорит про то, что мы все еще не думаем, потому что мы ставимся до мышления як до такого инструмента и, скажем, як до различного калькулявання збытным. То есть мы думаем, что мышление это такая система инструментов и поличков, и наша задача просто взять певные роды и виды бытного и расставить на поличке и сказать, глядите, это тут, а это червоное, а тут оно такое вельмі дзіўнае, мы зараз его опишем, разрежем на аналитичное поглядим. Да? А на самом деле, говорит Гайдегер, это все еще не думать. А думать мы начинаем тогда, когда на полницу открываемся тому, что мусить быть продумано.
То есть і тут ён якби потрапляє в те, що там от так він не любить многие англосаксонские там, аналитики, якби рациональные философы, такие рационализмы. Он каже, что якби, мы мусим быть покликаны чимсьці. Да? То есть мышление это стихия. Да? Вот. И пригадывая этой стихию грецкие, які насамрэч ёсць не рациональное маханне руками, а першие элементы. Да? И говорить про то, что мышление як стихия, это с одного боку вяртанне до вот гэтых першаэлементаў нейкай думкі, вяртанне да тых магчымасцяў мыслення, якія заставаліся вот, якби, ну, там, да, у ранніх грекаў, да? А з другого боку гэта адкрыццё таму, што мусіць быць прадумана. І вот, Татьяна, тое, што ты гаворыш, да? Это то, что вот мы наточили свои ножички, все собрались. Нет, Игорь, ну при чем здесь ножички? И так и не открылись тому, что... Нет. Как раз наоборот полностью, потому что мы на школе, методологической школе, на игротехнической даже, по-моему, школе когда-то разбирали специально, не разбирали, а обращались к этой работе Хайдеггера, что зовется мышлением. Разбирали эти штуки. Мы постоянно говорим про мышление как субстанцию. Да, стихия, первоэлемент и так далее. Апеллируем даже к метафизике древних греков, там, к тому же Анаксагору с его нусом там, и так далее. Да? Что мышление это то, из чего состоит мир, а не инструментики и так далее. И мы призваны, покликаны. Вот у Летучего университета есть покликанье, есть миссия. Да? И все, что вне этой миссии, вызывает страшное подозрение. Страшное подозрение. И поэтому я готов, там, скажем, следовать за как бы, вот, мыслью Антошиной про то, что ну а как мы можем выяснить вообще, следует ли за миссией, там, за призванием та или иная школа, если мы не заслушаем этого всего и так далее. Да, да? Резонно. Но дальше Галя говорит, вот мы послушали, теперь какой-то она следующий шаг видит. Какой следующий шаг, Галя? Вот есть миссия. Это формально, обратите внимание. Я еще ничего содержательного про миссию не сказал. Да? Вот есть миссия. Вот есть хаос. В этом хаосе возникла организованность. Летучий университет. Летучий университет должен отсюда двигаться сюда. А куда он движется? Должен. Должен. Мышление обращено на то, что должно быть помысленно. Да? Это вот Хайдеггер, покойник, драный. А сегодня что должно быть помысленно? Что? Что сегодня должно быть помысленно? Ну, раскрыть миссию. Что сюда кладется? В это пустое функциональное место. Вот это должно быть помысленно. Ну не Хайдеггер же, блин, труп этот несчастный должен быть помыслен. Игорь. Так, а про что я вам рассказываю? То есть вот ты переказал то, про что я беспоспехово полгодины спробую довести. Нет! Вот смотри, мы это сказал, практически пытаемся реализовать. Я сказал, что мусить быть некий змест, яким мы як бы думаем и обмярковываем. И это змест неформальный, а ну вот то, який всех нас объединяет. Так, Игорь, який змест нас объединяет? Это риторичное пытание? Нет, не риторичное. Вот что мучает Татьяну, как бы постоянно, каждый год. Она говорит, что... Поклади вот в это формальное пустое место то, что тебя мучает. И мы отрымаем перший тематизм. Потім я покладу те, що не мучає. Ну, і кожен хоче працювати зі своїм. Ці якось. Я не розумію. Ось ми, в принципі, якби ти там розповідаєш, що це було нормально, ми на першому самому спробували покласти огульний тематизм. І там це вельми було
недосконало, м'яко кажучи, зроблена Іваном, ну ён казаў, у нас есть гульня, ну як бы будзе гульня напрыканцы года, дзе мы зможам штосьці памысліць супольна. Давайте вызначымся, якія ёсць праблемы і пытанні, якія універсітэту варта памысліць. Ну мы там что-то все там рассказали, ну и как бы и все. Ну и а потом уже невялічкая група, хоць ён там, здаецца, зазываў, ну зноў жа. Так зазываў там гэтую тэму, адштурхоўваючыся ад таго, што было на складзе, значит, ну, сфармулявала, як там гэтае месца універсітэта ў сітуацыі інавацый, так, там, сусветных. Ну мы поехали, штосьці там памыслілі часткова. Як мне падаецца, ну, для мяне вельмі плённа. І вынікам гэтага мыслення у меня уже ёсць разуменне пра месца універсітэта ці праблематызацыя месца універсітэта, так як думала раней, у сусветнай сістэме інавацый. Ну вось мы памыслілі. Но гэта не з'яўляецца, ну, на сёння, як мне падаецца, можа з'яўляецца, ну, той практыкай універсітэта, ну, якая ёсць з такого супольнага мыслення. Гэта, ну, адзін раз у нас атрымалася і не звязана з семінарам фактычна атрымалася. Ну, гэта іншы механізм гэтага супольнага выстаўлення там гэтай тэмы, праблемы супольнага мыслення. Ну і неяк так. Ну, вот, единое, что я разумею, что все мы на одном боку, да? Как бы, и есть люди, которые, ну, вот, проектуют что-то, ну, вот такое центральное, говорят, что а давайте сделаем это, да? Мы это робим. Ну, и, скажем, я с радостью беру дело там, и, ну, скажем, на своем месте, да? Далее, ну, мы робим что-то наступное крок. Ну вот якби я супроть вот такой привнесення стратегічної розгубленості в шереги, ну вот якби спартанців, да? То есть не треба нам рассказывать, что я не начальник, я не ведаю, и мы тут ничего не зробили. То есть вот это все. Ігор, коли у нас є супольність, то нічого страшного, що начальник завтра сидить по різних причинах. Ну, не повинна адбывацца. Калі ёсць стратэгічная накіраванасць у супольнасці, то ну, няма праблемы працягваць. Просто вот звонил ясно, но, например, вот Иван взял на себя функции, Мацкевич критиковал, протестовал, а сказал, что ну да, якби я передаю там вот функции гульни, там якби отказность, вот я молодому поколению. Да? Вот что мы зараз, чем мы занимаемся, я щиро не разумею. Мы обмерковали выники той школы, да? Потім ти виступила і мусила проблематизувати ситуацію. Може я просто ну, от, не емоційно і неправильно зрозумів те, що з нами відбувається. А спробуйте ну, для особливо тих після 3 місяців ремонту і кидання там на карту поверхностных грузов, ну, сформулировать это очень просто и ясно, что мы робим. Вот сейчас стоит на повестке дня вопрос о том, что будет, да, что делать в следующем году. Варианты закрыть летучего везде. Второй вариант. Водолажская должна уйти. Третий вариант. Перегруппироваться. Ну, четвертый вариант, Игорь, даже в принципе, можно... Четвертый вариант. Ничего не менять. Да. Ничего не менять. Есть пятый вариант, который уже исчерпан, недоступен. Это не перегруппироваться, а водолазкой перегруппировать. Это что значит? Ну, скажем. Волевым решением. Кстати, она перегруппировывается и ей перегруппировывается. Ну, есть разница, да, между этими словами. Вот школа, она придумала, как бы, там, с подачи того же Игоря, как бы, да? Ну, то есть, она придумала одну школу и говорит, а почему это самое? Он говорит, ну да. Да? Ну, бумс, такая микрокоммуникация, всего в 2 хода. Да? И возникли те школы, которые сегодня есть.
Да? Теперь, значит, вот эти школы, вот я помните вот эту штуку, и помните аналогию с походом на байдах. Если мы не на байдах плывем, да, а вот, скажем, там 4 кораблика, объединенные в некую микрофлотилию, поплыли открывать Америку. Вот они плывут, да, ну и достигают некой, как бы, точки. Говорят, сало кончается, лимоны съели, цинга начинается, там, да, еще что-нибудь такое, и так далее. Что делаем? Возникает вопрос. Ну, обращаются друг к другу. Одни говорят, мы устали, мы хотим довольно. Что делать? Ваши действия. А эти говорят, нет, мы поплывем. Ну, сало кончается. Отлично, ребята, вы можете поделиться салом с этими, они поплывут дальше, а вы поплывете домой, и там сало завалить. Ну, сбросили, дальше плывут втроем. Буря, там еще что-нибудь, следующий вопрос, следующее препятствие. Всем хреново, все больны, Америка не достигнута. Ну что, может, поворачиваем назад? В результате может оказаться, что до цели доплывает один корабль без ресурсов на возвращение. Примерно так строилась, кажется, экспедиция Амундсена на Южный полюс. Вот так. Вот мы не на байдах плывем от забора и до обеда, да? Чтобы получить удовольствие, ну куда доплывем, туда доплывем. У нас есть миссия. Миссия, она же цель, она же призвание. Мы должны туда попасть. Если мы не попадаем, все вот это смысла не имеет. И поэтому мы сбрасываем, мы как ракета сбрасывает ступени, чтобы долететь до своей миссии. Да? Сбрасывает ступени и долетает один этот самый орбитальный модуль. Вот летучий университет. Если бы летучий университет сидел на бюджете, да? Ну отлично, Галя, твоя эта самая идея работает. Ну подождем еще год. Ну не получилось еще, подождем еще год. Если бы мы сидели на бюджете, то, наверное, это было бы очень правильным решением. Но сало кончается. Сало кончается, цинга там у некоторых и так далее. Да? Надо принять решение. Надо принимать решение. И смотри, вот это вот второй пункт. Да? Это не начальник. Ну не начальник. Давайте уберем. Только, проблемы создаем. Вечно напрягает, вечно какие-то семинары, куда-то зовет, тянет там, и так далее. Давайте заменим водолазку на что-нибудь другое. В чем проблема? Мы же сообщество, как бы, правильно? То есть есть проблема, скажем, само признавання летучего университета як структуры, да, те отделения от миссии. Ну вот поставь себя на место Татьяны. Да? Вот чем занимается Татьяна? Она свою личную миссию она реализует. Ну, предположим, это интимная тайна. Да? У Тани есть миссия. Да? Вот как ты думаешь? Заниматься поиском средств на то, чтобы существовала школа истории идей. Писать проекты, большая часть которых отклоняется. Заниматься администрированием и при этом еще как бы присутствовать в интеллектуальном бомонде Минска в качестве какого-то там левого администратора летучего университета. Ну, вот это вот все судьба Татьяны Водолазовой. Говорит, ты что, мне еще год за этим заниматься, к этим говном, блин. Я пошла на это, потому что без этого не реализуется моя миссия. Ну сколько можно? Сколько можно добывать эти, минимальные денежки, как бы, да, для того, чтобы существовали 4 школы, 5-я
урбанистика, 6-я, там, дизайнеры, 7-я, Библия, там, и так далее, и так далее. Может, надо сбросить балласт? Абсолютно прагматичная штука, но, будучи абсолютно прагматичной, связана с реализацией высокой миссии. Потому что еще годик она этим займется, а потом 2 годика она этим займется и так далее. Да? И вот я на ее плечах, как бы, да, я вроде полностью должен быть доволен. Я всем этим говном не занимаюсь. Она взяла на себя эту функцию. Ну, мало ли, что тебе не нравится, блин. Ей не нравится, так говори прямо, потому что Игорь не понимает, там, Олег не понимает. Говори так, чтобы тебя понимали. Тогда, если не нравится, как я это пересказываю. Радость накаляется. Ну, сапраўды, у мяне, ну, як бы, там, не шмат энергетики ёсць на, ну, вось працяг, які, ну, вось я, ну, я шчыра, не бачу, наколькі мы рухаемся менавіта у патрэбным накірунку. А патрэбны накірунак — это то, пра што ты кажаш, што, ну, як бы, універсітэт павінен быць накіраваны на тое, што паддатнае мысленне. А это значыць, што ён павінен, ну, як бы, мець, ну, штосьці, чым ён адчувае праблемы і здольны, ну, з гэтымі праблемамі працаваць. І вось, калі мы ў свой час абмяркоўвалі, што, ну, як бы, для таго, каб спрацаваць з нейкімі праблемамі існуючымі, ну, як бы, ну, там, як выклікі, так, там, сусветныя, там, і гэтак далей, нам трэба, ну, вось гэта іншы, ну, іншы з іншым там падыходам і гэтак далей. І, ну, мы штосьці собіралі па універсітэце. І вось сёння, ну, я разумею, што тыя выклікі, якія, ну, прынамсі, мы адчуваем, мы з імі не можам справіцца, ну, як бы, мы не можам выйсці ў гэтае мысленне, і мы, насамрэч, адзін да аднаго не іншыя. Іншыя — гэта ўвогуле тыя, якія зараз знаходзяцца па-за нашым універсітэтам, а мы, ну, як бы, мы не можам там схапіць, да? Ну, я не ведаю, мне не атрымліваецца вось гэтага разумення, як нам накіравацца там, ці як нам вызначыць, якая праблема. Бо калі мы пачынаем проста называць там, а я лічу інавацыя, а ты там лічыш, ну, як бы мы разыходзімся і, ну, і працуем самі над сабой. І універсітэт не выконвае таго, што ён павінен выконваць, разумееш? Мы, ну, як бы, на сёння, вось калі паглядзець на прастору там, Беларусі, а шырэй глядзець няма сэнсу, бо мы не пастаўлены шырэй. Ну, мы такое, па-першае, прыемнае месца. Ну, як бы, і мы выконваем адну з нашых функцый, якія мы ад пачатку задавалі вось гэтага захавання, да? Ну, але мы не з'яўляемся, ну, не ведаю, нечым значным інтэлектуальным нават у беларускай сітуацыі. Ну, значным інтэлектуальным — гэта тое, адкуль з'яўляюцца ідэі, якія захапляюць прастору большую, чым сам універсітэт, ну, ці хаця б універсітэт цэлы захапляў. Ну, вось, мы не кідаем нічога. І я, ну, як бы, школы — гэта, вось, ну, нейкі наступны этап, не просто там паслухаць штосьці, а, ну, развіцця і падрыхтоўкі людзей, якія, ну, накіраваны на нейкія праблемы. А мы хутчэй у школах хаваемся. Ну, у мяне такое адчуванне. Школы — гэта такое месца, ну, дзе можна захавацца і, ну, там чымсьці такім займацца сваім. Мы там вот выйшлі з гэтай гульнёй, некалькі там было іншых, да? А мы такія гуманітарныя, такія разумныя. А нам складана з імі пагаварыць і, ну, і выставіць, ну, прапанаваць штосьці, што, ну, як бы, што было для іх таксама значна, ну, то бок ахапіць іх разуменне і мысленне сваім, ну, і рухацца далей. Ну, то еще и можем, конечно, але... Ну, я же разумею теперь, про что ты говоришь, как бы, но все одно, как бы, треба стоять, как бы, и, как кажется, это 300 спартанцев мусит застаться на своем месте. Ну, видишь, гэта калі спартанцы, ну, яны могуць стаяць, калі яны упэўнены, што яны абараняюць нешта важнае і вартае. Тетяна, але ж от той форматний цикл, який був задуманий 2,5 роки, ми фактично на наступному сезоні підходимо до його, так? Ми не скончили його. Може бути, ми трохи зарано потребуємо таких моцних виників, як вплив на інтелектуально-моральну атмосферу України. Максима, ми зарано. Ну, ось, Олег, давай покладемо руку на серце. І, ну, ось, як ти лічиш праз год?
щось зміниться? Ну так, сутностно. Где? В У школе. школе? В школе. Ну, я маю такі сподіви. Безумовно, редуковані. Тобто формат цалком, який задумався, не може бути реалізований. Не, я кажу не про то, что мы сможем там это дотянуть до Нет, безумовно, не вийшло. а про ось гэта, про то, что якби мы можем ці што, ну якби перше, що ми можемо реагувати на ну ось на это виклики, які є. Я не веду, може я по-своєму там ці виклики відчуваю, тому ось мені подається, що нас не хапає там емоцій, сили і жадання, головне, на їх реагувати. Ну, Тетяна, мені здається, що от коли ми обмірковували менавіта ідею школ особних, як от певного структурного элемента якби, ну, вот, инфраструктуры будущего университета, я поспробую узнавить логику. Мы не говорили про школы как инструменты впливу на там, громадское обміркование, публичное обміркование, интеллектуальную ситуацию. Наша логика была приблизно такая, что коли мы хотим в перспективе некой быть университетом, ну, вот, то мы так якби інакше мусимо уявити собі якби, от, інфраструктурну схему, чим ми є. Ми одразу не домовилися, що рихтувати бакалаврів, то есть, ну, вот, якби, давати спеціальність студентам, ну, и мы их не потянем, их это ну, вот, не то место, не та специфика летучего университета, что максимум, ну, вот, той уровень, с яким мы починаем працевать, ну, на уровне этой университетской номенклатуры, это магистры. И мы казали, что вот когда выстроивать низовой уровень инфраструктуры, то это магистерские школы, те аналог, якби, да, якби, особливості этих магистерских школ, які ну, вот, стихійно там повставали, это що кожна школа, ну, якби, основується, ті бере, ну, скажем, в основу не столько дисциплінарне навчання, сколько практики мислення в трансдисциплінарній такой сфері, ті, ну, вот, на сутыкнении разных дисциплин. Ясно, что такая амбитная задума, там 4 магистерских, там 5 якби, с разной школы, это ну, вот такая нехилая, перш за все, сродки. Да? И памятаете, когда мы обмірковували, мы говорили, что мы мусим быть готовы, поскольку сродки там якби, скончаются и не завсёды узнавляются, до неких нулевых циклов. Это значит, что якби, коли в университете этой школы як супольности и як ідеї повстали, то навіть коли немає грошей, і ми говоримо, що от, ну, скажем, на наступний год там, ну, от, не відбуваються ніякі речі, да? То інфраструктурно вони все одно мусять заставатися, і ті супольності ну, от уже якби, існують трішечки в іншому режимі. Коли, ну вот это вот так, потому что без их мы, вот коли уявляем себе іншу розгортку ситуацію, кришечку лепшую для нас, и то, что летучий там якби, заховається, ну это вот база. Коли мы не починаем с магистров, с магистерских школ, то ну это тоді якби не ведаю там, что стигнешь. Коли мы ставим задачу уздейничать и впливать на ситуацию, новые идеи, там якби тексты, то это передусім, ну вот скажем, добрий інтелектуальний сайт. Не корпоративний сайт, як у нас є чудовний сайт летучого університету, там, з курсами які, тому що, вот, повірте, в сучасному світі там, якби, інтернет-медіаресурсів, корпоративні сайти – це ну, вот, не ті місця, які впливають. Вони одразу опознаються, ну, вот, як такі супольності замкнені, локальні. Вот чому з'являються всякі ку-ку-орги, там, ну вот такі, скажем, модненькі якби, штучки, вот куди, де варяться вот це міркування. Да? Тобто це треба проєктувати, якби, перш за все, то місце, в якое ну, вот, кладуться ідеї, тексти, і яке буде visible, яке буде бачно, ну, вот, і яке буде спокушати і приваблювати. Вот.
Ну, вот так я думаю. Калі ставіцца задача реструктурацыі, наколькі я зразумеў з цьмяных намёкаў, да, што мы не цягнем на наступны год нормально як бы, там, все проекты, да, што трэба як бы, уціскацца, і ставіцца задача ну, вот, захаваць менавіта ўплыў, да, давайте пакінем школы в нулевым цикле як бы, і згрупуемся сапраўды ну, вот, на ідэях, тэкстах, но толькі ну вот трэба куды іх размяшчаць, трэба як бы, это не так складана тэхнічна і па ідэі, да, Игорь, что значит не так складано технично? Да? Вы взгляните, шлях, який прописаний для миссии, ключевого университета, для трех таких структурных одинок. Университет, партия, газета. Или зараз ты кажешь про интеллектуальный сайт. Ну так, сайт летучего университета, и он здається, ось, ну, не зовсім такі, да? Які потрібні корпоративні. По образу. Он нормально, но вот там есть вот одна штука, что ну, вот это вот сайт професійної організації, певної супольності. Это не публічне місце, куди вот... Есть сайт. Белорусский журнал, Евробеларусь, Летучий университет, сайт Методова Чубай. Белорусский журнал просто треба. Да, найбільш, і в принципі вони готові ну, супрацовничати проти роботи. Готовые супрацовничать. Але ж ми не Коли продукуємо. брати ось эту лінію, да, як квазі-самостойку. І ось сюди ще кладеться Трикстер. Трикстер – це саме, ну, відео, які там критичні. Потім, значить, моя передача на Белсаті, розмова. У меня велизарная тяжесть с собеседниками, с размовой. Бо, значит, это не мой ресурс, я там працую. У меня есть рамки потребования актуальности. А мои заходы учень на цікавих суразмовців. Цікаві суразмовці, які, ну, блин, не перенесли актуальних. Я вже перебрав шмат людей. Як тільки мені повстає черговий автор, чергова п'ятниця, я блин, не можу кинути це все. Нема у мене людей, які могли там щось про щось. Ти прийдеш про шовковий шлях розповісти мені? Ну, блин, а хто прийде? А мог бы, наверное, Коллега з Егорова там, да? Кажу, ну, он 3 месяца назад уже был. Я кажу, ну, добро, там, Ну, у уже вас 2 же есть месяца. целый летучий университет, у вас же есть. Да, у меня есть целый летучий университет. А где, блин, где в летучем университете? Потому что есть еще как бы баррикады, всякие партийные, политические актуалии, где интеллектуалы должны быть в первых рядах. Да? Где они? Интеллектуалы, вот у меня такое ощущение, что используют летучий университет как убежище от реальной жизни, а не стартовую площадку для внедрения в реальную жизнь. Ну, з реальної життя складно, тому що Складно. кожен сам вибирає, утікати від яєць чи Ну, наоборот. так. Нет, каждый ради Это Бога, да. да? Но когда мы плывем, да, тут, блин, это самое, автостоп или да, судностоп, да? Подвезите меня. Со своими метафорами. Ну а как иначе? А Америка это що? Америка – это миссия. Это Місія, яка Ну, коли ти кажеш про, ну, що как бы, університет повинен впливати, але зараз він не може, так ось це інтелектуальний вплив на життя. Ну, фактично, якби місія ж у тим, щоб університет став місцем, яке ну, там, продукує ці, там, транслює мислення і впливає на цю країну. Я пытался до Игоря немножко про это говорить. Сейчас мы находимся на гребне, да, вот, не знаю, горные гряды, перевалы и так далее, где за спиной остается старый экономичный уклад, и начинается новое. Ну, условно назовем это новая инновационная экономика как бы, да, по всему миру.
В этой инновационной экономике прибавочной стоимостью дельта, да, являются не потребительские качества вещи и даже не само денежное выражение, а новизна и первенство. Продается и покупаются первые места в этой самой. Сегодня идет дележ в мире, да, первых мест в этой структуре инновационной экономики. Мы должны быть первыми. Первыми являются мыслящие страны, мыслящие народы, мыслящие супольности, да, сообщества. И вот мы можем вписаться, а можем не вписаться, навсегда остаться в иерархии этого всего. Поэтому целью миссии, или одной из формулировок миссии, является от того, что положено как бы в миссию нашего университета мышление Беларуси и мышление Беларусь как тождественное, взаимотождественное понятие. Мы говорим Беларусь, подразумеваем мышление, мы говорим мышление, подразумеваем Беларусь. Вот это вот является как бы такой странной формулировкой миссии. Ну а чтобы как бы туда двигаться, да, нам нужно отмечать ходы и этапы. Этапы этого движения. Его надо спрогнозировать. И задача состоит в том, чтобы первыми оказываться на точках, как это называется, диспетчерских пунктов, где отмечают продвижение. Да? Первыми. Если мы этого не делаем, значит мы нифига не движемся по этому направлению. Ну да, зрозуміло. Это как бы миссия, амбициозность, да? Претензии, там, требования к себе. Насамрэч тое, што інтэлектуалы за апошнія пару-тройку год апазналі летучий університет хотя бы як месца притулка, дзе можна практыкаваць мысленне ў свеце, які не патрабуе от себе мышления, а только функции, я маю на увазі локальных таких практик белорусских, да, бывших университетов державных, там, структуров, конторов, это уже как бы вельми много значит. Другая речь, что некоторые, скажем, ставят больше амбитную мету, конвертовать как бы этот высокий статус этого месяца уплывы на само громадство, да? Значить, є якби ідеї і схеми, які дозволять, ну вот якби реконкисту, то есть не просто ховаться за в мурах, а отгрызать якби свої кавалки реальності. Больше, коли ты кажешь, что ну, якби, вось гэтая реальность там локальная, она не потребує мислення і ну, якби, витискає, і ми тут ховаємося, а з іншого боку, ну, якби, під іншим, ну, коли углом поглядеть, то эта реальность просто вопит про необходность мислення, якого нема. А ми ну, недотичні до этого. Починаючи від, причому це ну, не технічна частка, ну, бо ми тут просто розмовляємо про це, а абсолютно якби зміна ну, ось, з гэтими укладами, соціального життя, гуманітарного, уявлення про чоловіка. То, що ти казав про ідентичність, про эту зборку ідентичності, все вопіє про це. А ми якби, ну, знайшли притулок, ну, я розумію, вельми хочеться якби, відсидеться. Але ну, мені ну, в этом сенсі Мацкевич правий в тому, що ну, якби, мені ну, все менше і менше цікаво буду ну, якби, займатися ось місцем, де можна посидіти, підсидіти. Конечно, якби, абсолютно. І тоді, ну, при этом я знову ж розумію, що так, ми формували ось ці магістерські, ну, кап на щось опертися, але ось мне было ну, вельми важно бачити, що вони рухаються туди. Поступово. Ні, туди і не пойдуть. Так нахрена не нужны. Розумієш, ось, і я їй кажу, що ми якби завернуті внутрь, так? А туди хто пойде? Ну, ось. Особні там розвідроти. Ні, зрозуміло, що стройними колоннами якби, школи не пойдуть. Але школи повинні ну, якби, ну, давати некие те самые людям для того, как кудись прыгать, а не наоборот. И я ну, реально не бачу. Задача, якую вот, ну, вот вы зараз формулируете, это не просто амбитная задача, да, то есть для этого мало ну, вот, просто неких дисциплинарных практик.
Тобто треба нюхом відчувати Практика эту мислення. новую эпоху. И навіть не просто практика мышления, разумеешь, это вот Мы с самого начала не отчувать- делали никакой дисциплинарности здесь, хотя відчувати, обсуждали. що приходить, якби, откуда це все якби до нас. Ігор, ну при гэтым ось зараз змяняецца же і сама ну, якби, структура мыслення ў сэнсе ось, ну, таго, як яно арганізавана. І вось гэтая адчувальнасць, ну, якби, не выбудована ніякай інфраструктури, ну, в сенсі, ось, ведаеш, там, правил і нормаў, як ти кажеш, да, як там вирішати ніякі проблеми. І ось ми там, десь у нейкій ситуації, там, на гульні стикаємося з чимось, ну, і просто, ну, якби, ну, ти б'єшся, щось тобі кажуть, ну, ось, давайте, а ви можете нам вирішити таку проблему? І ти ніколи не готовий. Ну, якби, ти ніколи дисциплінарно, ніколи не готовий. А проч, ну, там, наприклад, переводу всієї страхової системи на якби, інші фінансові, ти саме. Не на іншие, а на... Ну, на біткоїни, ну, справа не у фінансах, а у вуглі вибудови, ну, якби, соціального інституту, фактично, страхування, наприклад. І ніхто не веде, як це вирішити. Ну, бери тепленький. І ти будеш ну, самим крутим мисляром, коли зможеш включитися у це. А головне, що ні в одній дисципліни нема, яка це може вирішати. Ну, тому ти ці У нас немає професіоналів, окрім там істориків думки, які могли б цим зайнятися. Нет, у нас есть... Вот смотри, опять, я на этой дурацкой ночи музея да, рассказывал всякую херню про мифологию. И вот Сарна не даст соврать. Я говорю, что у меня есть любимый миф. Миф про аргонавтов. Когда приходит Язов, у него есть миссия. Нахрен ему это руно было сдалось, мне не важно, как бы, но оно ему сдалось. Да? Его надо собрать, один не доедет, пошлю команду, тем более неизвестно, что там на пути его ждет. И он приходит и пинает, блин, бомжей на пляже. Да? Че тут разлегся? Да, блин, жизнь не удалась. Ты кто такой? Геракл. Ну, может, поедешь со мной? А хрен с тобой, блин, никакая разница, куда ехать. Поехали со мной. Но миссия есть у Яза. А Гераклу это руно. Нахрен сдалось. У него своих подвигов вот выше крыши как бы. Но он в походе нужен. Да? И вот, предположим, я готов взяться за решение задачи. Да? Построение новой страховой модели. Да, с криптовалютой в основе ее. А, и ты набираешь как бы, команду. Слушай, ну я набираю команду. Да? Набираю, говорю, блин, ну ладно, вот есть Иван. Да? Игру провел. Блин, методологии не бзут ногой. Игротехник уже что-то провел, как бы. Ну хрен с ним, калека, но я его могу взять. Да? И он пойдет еще к другому, потому что он уже как бы понимает, что чтобы мыслить, да, надо иметь нерешенные задачи. Не рассказывать то, что я знаю. Потому что ты абсолютно не ведаешь, что спотребится. Машины и истории десь так само спотребится где-нибудь, ну, там. Да, там. я потом говорю, блин, Бабков, умный человек, умный, думающий. Ну, блин, он же дом строит, дитё растит, блин, да? Куда его на Арго брать, в эту гребаную Колхиду ехать? Да тем более, что ему удольненько у своей школцы, это самое, история еды. Барковский. Придет Барковский, мне начнет рассказывать, как пишутся тексты. Пошел в задницу, блин. Мне нужны люди, которые напишут нужный текст. Они будут рассказывать, как они пишутся. Нужный, да, который, сделает приемлемыми для людей, которые ни разу не слышали про криптовалюту. Вообще употребление дискурса криптовалютного. Ну, мне нужны такие люди. А кто? Блин, летучий университет, полон гениев, полон интеллектуалов. Когда Бабфоренко делает доклад, блин, заслушаешься. Когда ты пересказываешь мне сейчас Хайдеггера, про которого я сам рассказывал, про то же самое, как бы, да, так мне твой рассказ больше нравится, чем мой. Ты же умнее меня, блин. Но мне нужно, у меня миссия есть. Мне нужно, блин, не выпендрёшку каждого, блин, это самое, каждого интеллектуала, гения там и так далее. Мне нужно команду собрать. Какую команду? Которая с целую Харибду пройдет, которая сиренам как бы фигу покажет, которая там зубья дракона посеет и всех этих самых вырубит. Вот какая команда нужна. И вот летучий университет. Нас
наше местное. Ну, Чего? я про НАСА. НАСА. Летучий университет, поставщик сюда, да, задачи отсюда берутся. Талант Аргонавт. Это реальность, там посередине. Ну, да. Это политическая реальность, Культурная. в которой Беларусь должна занять достойное место среди первенствующей группы государств или стран в инновационной экономике. На меньшее я не согласен. Если кто-то как бы хочет меньшего, он мне не интересен. И мне жаль вкладывать силы в то, что вот этой миссии не соответствует и до этих амбиций не дотягивает. Ну, я за это не Ну, надо становиться взрослым университетом, блин. Хватит уже, 9 лет, блин, существует. Все за меня. Ну, видиш, Ігор, ось про це страхування, це один випадок, да? І ось інші випадки. Ну, якби, і вони відчувальні. Ну, принаймні, на них можна поглядіти і, ну, хоча б спробувати у них включатися. Вот сейчас, блин, Нам треба... перед этим семинаром я встречался с человеком из Белорусского космического агентства. Уже несколько месяцев мне капают на мозги провести игру. Белорусское космическое агентство, да, оно задыхается в этой, блин, гнетущей атмосфере политической и экономической. Да. Они обращались к Петру Щедровицкому. Там что-то не сложилось. То ли сильно загнул цену, то ли еще что-то. Короче, сначала они меня просто просили вывести на него. Через какое-то время говорит, а давай ты. Ну, давай с тобой. Понятно, что со мной дешевле, так далее. Да? А я вот смотрю вокруг, а с кем я? И я начинаю им пургубной. Типа, да, конечно, я могу там, да, ну, вы там кто, вы все, да, как бы и так далее. Да? Но слава богу, время еще есть. Время есть, об этом разговаривать и прочее. Но если Белорусское космическое агентство на неизвестные мне деньги закажет игру, да, я понимаю, что мог бы выставить Петя Щедровицкий, если бы он взялся провести такую игру, да? Каких игротехников, каких экспертов позвать и так далее. Да? И что я могу? И что я могу? И тогда летучий университет, который не дает мне такой возможности, нахрен он не нужен. Ничего не получилось, как бы, да? Давайте займемся всем, все сначала будем делать. Ну, подолашка уже вкусная, сразу. А я в ее годы, между прочим, разгонял агентство гуманитарных технологий. Целиком оставался один. Все начиналось сначала. Сейчас мне жалко. Но я готов с тобой. Моя рефлексія на те, якби монолог починалася би, ну, по-перше, це було Пригожа. По змісті, я так розумію, що якби структура язони, які бродять якби по березі моря і набирають... Язон должен быть один. Ну, хай буде несколько язонів, аби набирали команду. Там Галерафонд, Персей, Орфей. Крутые все ребята, как бы, да, но Язон должен быть один. Миссия-то где-то, блин, если каждый со своей миссией, то какая же это команда, какие же это аргонавты? Поэтому миссию надо обсуждать, постоянно возобновлять. Не обязательно соглашаться, но как бы, а вдруг? Да, и те, кто согласен, сесть за весла корабля Арго и плыть именно в Салхиду. Не это самое, не в город через хлебную лужу, как этот Кандид ходил, да, а именно в Колхиду. Проводиться некая рефлексия на все вот эти Ну, у нас, в принципе, зараз якби не місце там прийняття організаційних рішень. Ось, я думаю, що ми ще... Все равно Водолажская подумает за всех нас и примет решение. Ну, Это запасной вариант. ну, між іншим, у нас якби є літник, да? Я скажу, якби, може бути, банальність.
Но видите, жесткие, ну, вот такие инструментальные проекты, ну, вот, там, такие прагматично заточенные под впливи на реальность, і вони найліпше реалізуються і знаходяться командою, коли от є, якби, как бы это сказать, атмосфера не чистого прагматизма. То есть вот всех эти бездельники, які валяются Я не на повинна бути пляже, бездельниками, и периодично говорят, валяться. что я с тобой там не поеду, мне это не потребно. Вот без их никуда не... Ну, конечно, Это да. конечно. Да, вот як тільки ви поддасться спокусі все інструменталізувати, як всіх позбавиться, якби сказати, що я от з завтрашнього дня всіх розганяю, звольняю, там, якби, і покидаю собі там 4 професіоналів, заточених, готових реализовать любые проекты, но это вот как бы перекреслить справу життя. Нет, а это не так. Это не так. Ти, ну, якби, ти абсолютно правий, що повинна бути ось гэта простору, у якої, ну, дихається, і потім ти можеш подорватися і... Свобода для всех. И поэтому, если этот корабль поворачивает назад, да, то происходит change. Те, кто хочет назад из других кораблей, садятся сюда. Те, кто хотят плыть туда, плывут туда. Вот и все. Самоопределение – первейший принцип всей нашей конструкции мышления. Нет. Тут мені подається, що я трошки про інше, да? Про те, що ну, якби, сенс якраз у університеті, а не у проєктній команді, яка може там, ну, щось робити, да? Що да. певний час ти ну, якби, варишся, але ти можеш ну, якби, у некий там, амбітний момент ну, подорватися, відчути, що ну, в принципі ти готовий ось, на эту задачу там, поїхати і разом з Язоном щось поробити. Але ну, тут ось гэты баланс, розумієш? Ось гэта адчуванне, што ну, якби, ці ёсць гэта адчуванне, што мы можам сабрацца і штосьці зрабіць разам. А так мы, в прынцыпе, соўгаемся, там, нам это вольна. Ну, і вось Разом, ну, я ну, не, разом... нічого разом якби робити, якби і не, ну, разом я не в не сенсі, хочу що... і не можу, причому я його люблю страшно, якби, і поважаю, но тільки коли він тихенько там на дистанції займається своєю справою, це ж якби пекло робити щось з Спартовським. А со мной? Ну, со всеми пекло, что ты думаешь? Это ж такие... Ну, вот, если я правильно услышал, Игорь говорит, что вот, университет должен создавать такую инфраструктуру, но вот... Худшая атмосфера. Ну, откуда можно вот этих героев дергать? Но эти же герои, они сначала должны стать героями, а потом валяться, ну, как бы отдыхать. Не, вот, разумеете, вместо приходят, они им выращиваются. Вот, выращивание это занадто, ну, такий довгий и процесс, ну, скажем, непрогнозовальный. Непрогнозовальний, але ну, ти можеш ловити рибку, як там Ніцше писав, якби, і нічого не зловити. Якби. Тобто ти можеш мати там 50 запар наборів там, на бакалаври, магістри і не отримати нікуди простій, розкидувати форум. Тобто, якби, от, справді створити там ауру, створити таке місце, куди би тим, хто вже щось вміє і хоче робити інноваційне, цікаво було б приходити, комунікувати і обмінюватися, ну, вот, вступать в команду. Ну, тогда вот в этом месте, где газеты, да, вот эти вот штуки, да, тут должен быть ясный посыл. Месседж, там, посыл, как угодно, да, назови. Что такое летучий университет? И ведь обрати внимание, ты говоришь, летучий университет уже знают. Да? Ну, они знают примерно как этого, шлейка поручика Дуба, да, подпоручика Дуба. Они знают его с хорошей стороны, они знают с плохой. Что такое летучий университет? И все думают, блин, что мы университетов других не видели. Все, большинство людей знают про летучий университет. Тут мне одна дама, значит, пишет про то, что это самое. Понимаешь, вы бы взяли сами что-нибудь там это самое, инновационное захерачили, как бы. А что не инновационного в летучем университете? Ну, и вот какой месседж, да, что такое про летучий университет мы рассказываем. Говорим везде. Знаешь, как меня это самое взбесило там на рефлексии одной, когда ты говорил. Вот у Тульника, да,
Ну, нам тут тепло и утульненько. Вот если мы рассказываем везде, знаете ли, Сочи университет такая хорошая штучка, да? Там Бабкову вот утульненько, и все, кто к нему приходит, ему тоже утульненько. Мы берем там кого-нибудь из этой школы, как бы помещаем в экстремальную ситуацию, например, на игру. И что вы с этой утульностью там можете сделать? Слухай, ну ти не розумієш, що для мислення утульненько це якраз вони тебе провокують і задирають. Да? Утульненько це не значить сонненько. Да? Наоборот, утульнах это тоді, коли якби вот щось поднимается и выкликается. На этой игре, которую провел сейчас Иван Веденин, да, было 4,5 технаря и толпа гуманитариев. И один технарь с 9-классным образованием. Ну, гений, правда. Да, мог, всех этих самых засунуть В свою схемку. в свою схему, И как бы, пытаться навязать, заставить да? их- И никто пикнуть не может. Ну, блин. а даже когда пикали, в общем, переубедить его не хватало. Так мало того, что переубедить, блин. Не, ну да. Барковский там еще как бы там, строился. понимаешь, вляпываются в фиктивно-демонстративную деятельность, да? Тогда чего вы стоите, гуманитарии? Может, правы японцы, которые собираются выкинуть, из своих университетов все гуманитарные дисциплины? Если гуманитарий что-то стоит, то тогда, когда 10 технарей может заткнуть за пояс. И в противном случае, если один гуманитарий против 10 технарей не выстаивает, значит, нету в этом гуманитарии ничего. Ну это уже некое раскидание такое понтов. Не, ну, Игорь, там... Там ситуация актуального мышления была. То есть, ну, как-то попытка вот встретиться с іншим, и вот, ну, мы так очень все Правіше видели. агульне домовиться. І якби і там починаючи від топорних схемах, да, для простих, скінчаючи енергетикою. Крыть нечем, называется это. Не, ну не то чтобы совсем нечем, но в карате это все выглядает. Якби писати свою схему і запросити якби подорожжя за пару Ну, ось это вельми складано. Ось ми тобі можемо організувати зустрічу. Ну ось мені, я При этом, опять, Игорь, тут начинаются человеческие качества, да? Мы знали, как бы, возможности Ивана, понимали. Вообще игра превзошла мои ожидания, там, как бы, да? Вот. Но Ивану нужен методолог. Руководители игры порой как бы концентрируются, собственно, на орг-вопросах и руководстве игрой. Нужен методолог, который рядом постоянно понимает все, что касается руководителя, практического руководства игрой, да, и при этом еще осмысляет. Да? Сдрейфил один, сдрейфил другой по разным причинам. Уважительно. В результате я старый больной пенсионер. Ладно, все. На этом скончим. Ну, короче, мне подается, что у нас на сегодня, ты правильно кажешь, что летучий университет опознається не тільки там гуманітаріями, і хто там імкнеться сховатися, але, в принципі, неким чином, дивним чином опознається, ну, людьми, у яких є ніякі проблеми. Там, як Козловський, який ходить, і він не навіть розуміє, чим ми докладно можемо допомогти, але він тиркається. І я розумію, що треба брати тепленько. Але він з проблемою, з якою ніхто з нами не працював, ну, з нас. І, і нам періодично хоча б, треба зустрічатися з гэтым знешнім міром, з викликами і спробувати щось робити. І ось гэтый баланс певніш, ось гэтай свободи, коли ми там займаємося чим хочемо, і, і відказом на виклики, його ніяк треба уравноважити. І ось, чому у мене вельми критичне ставлення до того, що у нас, в першу чергу, у мене трималося з гэтим, семінаром, що він мені не дає підстави лише, що ми, что есть вось некий потенциал для того, как там реагировать на что-то, да, а наоборот, это худшее вось, такое худшее окукливание. Так мы познакомились Зараз ви з Маскевичем сформулювали, проблема абсолютно ясна, і я з этим погоджуся. А просто мы починали с того, что мы там недостатково между собой коммуникуем, там не слипаемся, и вот это было незразумело. Мы же так ставили задачи. Все, скажем, стало зразумело, что задача экспансия в реальность, уплывы, да, скажем, и... Хотя бы, особенно там, где хотя бы
інструментами, людьми, там, ідеями можна На що підготувати, реагувати, так. як реагувати, що ми можемо. А мені так подається, що ми шмат що можемо, ну реально. Коли тільки ми не вимираємо, що ну там типа, ага, є проблема. А ні, ну я ж там історик викаю, що я там не провыкаю, я не пойду. Да. А мозг? А вот вы помните, там на ваш семинар там заходила Ася Дорофеева такая? Ну, партия зеленых. Вот А можно вашу как-нибудь эту теорию, которую там, а можно как-то ее вот что-то как-то применить? Тоже вот человек ходит с запросом, у него болит. Она не знает, как построить самую современную партию, гибридную, там, не знаю, они что придумают, в Беларуси, которая будет эффективна и сможет хоть что-то тут поменять. Вот она ходит, как бы у нее болит. Она готова любого там, ну, мысляра там, ну, втянуть, как бы. Ну, нет, как я наш Иросклад Маскевич тут как бы кричит, что утульненькая. Вот на курсе по постколониальной теории пришла там вот, пришли зеленые, Ася. Ася и была. Ну, да, и сказала, что вот мы вот все тези постколоніальної теорії зараз тихенько проглядаючи відео, переписываем программу партии, потому что это наша, скажем, там треба ваша... пойти и проверить, что они переписали. Нет, это реально. Что они зрозумели, да. И ну, якби реально так, у них есть там запит. Він може бути там недосконалий і все такое, але ну, есть, вони там, ну, короче, страдають. От недохопу интеллектуального потенциала внутри зелененьких. Ну, вот якби навіть ті продукти, які реально є, вони не, ну, вот, не мають ані промоції, ну, спонтанно така, ані дистрибуції нормально. Продукта, Да. ось гэтага, ну, некого виходу такого, ну, Курсы, вот, универсальные, доступные да, продукты, люди сами, выкладчики, да, ну вот с этим же можно працевать, да, вот эти трикстеры, да, кто там был на трикстере? Это летучий проект. Ну, это не летучего проекта, это проект в рамках Евро-Беларуси, да. Ну ясно. Я бачу там Туповецкого. Ну, это было два таких, коли там на події реагували. Онлайн марафон Да, коли робили марафон. 25-е было и после. Вот последним был Иван с инновациями, после игры. Ну так, все отбывается. Ну так что все отбывается? Это не раскрученная штука, как бы, да? Пока вот, скажем, наиболее потенциальным является белорусский журнал. Ну, так, Туда надо писать. В противном случае все заполнит Александров Можейкой и этим самым Мартиновичем. Мы не можем. Ну там еще Лида есть у Михеева, как бы. Ну, это редко. Ну, совсем редко. Ну вот наступний текст наш з Максимом Панковим розмова там виходить. Ну, коли виходить, коли це не буде занадто утульненько для... Ну, ні, я думаю, що... Добре, давайте ми тоді скінчаємо. Ну, ось у нас якби на літник, там стоїть, это, коли ви бачили, це назва «Новий дивний світ». Ну, і там шмат этих, под то, что я змогла придумать, темы и проблемы, ну, я думаю, что мы могли протягнуть якраз думати про те, як нам ставиться з якими питаннями, проблемами, які ми відчуваємо як виклики, працювати, ну, там, наприклад. Я, конечно, там не буддист, одразу вам скажу, что реальность все одно вас подманивает. Ну, все ну погуляємо. реальності, якби вони непозбіжні, но треба бути готовим. Да. Треба. Мы ж ведаем, что все отбудется. Добре, дякую. Дякую.